очень 202-й, да, вот этот микрорайон, библиотека с марта очень плотно работает, проводится очень много кружков на базе библиотеки и следующее, да, по ресурсам, что мы можем дать. У нас есть современная библиотека, помещение, полностью оборудованное, готовое принять детей. У нас есть трансфер, то есть куда-то, если будет проезд, мы это делаем все за свой счет. Также у нас инклюзивная студия Теремок. Не нужно выезжать куда-то, мы на месте будем создавать мультфильмы. Единственное, конечно, мы пришли не просто так, у нас есть свои траты, которые мы запланировали. Это расходы на заработную плату специалистам, дефектолог, психолог, а также оплата мастер-класс по глинотерапии. Итого 52 080 рублей, включая страховые взносы. Ожидаемые результаты от проекта. С помощью этого безбарьерного общения и творческого развития дети с особенностями здоровья получат возможность самореализации, самосовершенствования, расширят социальные контакты, адаптируются к школьному процессу. Это наш не первый проект. Наша библиотека подготовила книжку-говорилку, проект по созданию сборника аудиосказок. Мы его вообще планируем разместить у себя на сайте, но пока она только ВКонтакте. Вы можете фотографировать или сканировать QR-коды, вы сразу попадете в сборник этих аудиосказок. Также вот в прошлом году мы участвовали в конкурсе народных инициатив, народный бюджет, и прошли с проектом по открытию инклюзивной анимационной Теремок, который у нас функционирует замечательно. Тоже вот он этот QR-код, вы можете зайти на сайт и почитать статью, как все это было и как все хорошо у нас работает. Тамара, время. Я уже подхожу к концу. Так, что еще хочется сказать? Хочется сказать, что наша библиотека всегда открыта к сотрудничеству, мы рады учиться новому или делиться своим опытом. Благодарю за внимание. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Вопросы к Тамаре? Название. Очень хорошо. Теремок. Теремок. Да? Да. Название изначально мы планировали его сделать на русском языке, но так как это было очень избито, очень много таких названий сразу всплывает, да, если в интернете пишешь таким образом. И если вы добьетесь, выйдет, это хорошо. А какие количественные результаты ожидаются после реализации проекта? То есть качественные мы видим, да, что получат возможность, адаптируются, а количественные? Вот по количеству я там сказала 325 благополучателей. Школьников у нас 275 человек участников, да, но какие-то из них уже прошли уроки доброты. Возможно, мы еще их раз проведем, да, для них. Также идет педсостав, который будет обучаться. Туда же включены сами дошкольники, которые пройдут в школу, их родители и работники детского сада. Ну, то есть все они включены вот в этот проект. Хорошо, спасибо. Все проекты нужны. Я бы так сказала, да, выступать всегда первым сложнее. Даже я иногда попадаю в такие сложные ситуации. Ранее вы реализовали этот проект, учащиеся, имеете какой-то опыт реализации, апробации, и вы ее там увидели, ее необходимость, актуальность, потребность, да, и вы ее сейчас уже в видоизмененном виде ее проводите, или как? Я бы это... Нет, это будет совершенно новый проект для нас, но очень интересный опыт. Плюс я сама, да, как мама особого ребенка, выпускника и будущего первоклашки, столкнулась с этой проблемой. И у меня в группе подготовительной тоже есть наш друг, и тоже нам некуда идти. То есть мы, когда водим на занятия сюда, к дефектологу детей, к психологу, это такой стресс. И мы подумали, а почему бы не сделать это у нас на селе? И наши специалисты
садика прямо с радостью воодушевились и готовы работать. Они знают этих детей, а школа, она будет их принимать, то есть садик, он может их передать, обучить учителей, рассказать об особенностях общения, да, и получится прямо вообще вау, наши дети пойдут в массовую школу. Спасибо. Спасибо. Нет вопросов, да? Ага, все, спасибо большое, Тамара. Давайте еще раз поаплодируем. Поддержим. Так. Екатерина Вербинская, проект «Отдохни, мама», Нерюнгринский район. На минуточку, да? Екатерина, пожалуйста. Я очень рада присутствовать здесь. Спасибо большое за эти минуты, часы наших, проведенных в этих стенах. Прежде чем начать защиту своего проекта, я хочу представиться и немного рассказать о себе и своей команде. Меня зовут Екатерина Вербинская, мне 30 лет, я мама прекрасной принцессы по имени София. Она пришла и открыла мне новый мир, мир совсем иной. Моя девочка родилась с редким генетическим заболеванием булезный эпидермолиз, или, как говорят в простонародье, болезнь бабочки. Столкнувшись с данной темой, я увлеклась благотворительностью. Моя команда совсем небольшая. С мной также есть Воронкина Наталья. Она специалист по взаимодействию с целевой аудиторией, поиск участников, информирование и координирование по проекту. Наталье 35 лет, она студентка СФУ и получает образование по факультету психологии. Она также является мамой прекрасной девочки с редким генетическим заболеванием альбинизм. Психолог нашего проекта Гунина Юлия Александровна работает в направлениях аналитическая психотерапия, песочная терапия и конфликты с ребенком, психологическая поддержка родителей, поиск ресурсов и для решения проблем. Какая социальная значимость моего проекта? В городе Нерюнгри проживает 57 934 человека, из них всего инвалидов 4339, а детей инвалидов 278. Это только официально зарегистрированные на 1 января 2023 года. Также в городе Нерюнгри находятся 2 реабилитационных центра СУВАК проходимостью более 1400 детей в год и центр ДЦП проходимостью 900 детей в год. В город съезжается очень много семей из различных улусов, городов, пригородов, и семьи сталкиваются с проблемой адаптации. И главная цель проекта – это объединить мам, особенных детей. Немножко, простите. Объединить мам особенных детей Нерюнгринского района и помочь им бороться со стрессом, подарить им возможность отдохнуть от непростого ухода за детками, а также помочь социальной адаптации общества. Проект у меня уже идет 3-й год, то есть он реализуется, он проходит. В год мы берем по 3 потока мамочек. Помимо всех адаптационных отношений, мы даем мамам возможность также для самореализации в любой сфере. Они могут стать организаторами встреч или провести мастер-классы для других мам, или найти себя и свое дело. У нас в проекте приняло участие уже 14 мам, из участниц получила, каждая из участниц получила что-то для себя. Приведу вам несколько просто примеров. Одна прошла обучение на бровиста, сейчас работает, это мы искали спонсоров, и ей оплатили это обучение. Другая мамочка прошла обучение на игропрактика, активно проводит трансформационные игры для людей. Устроилась на работу мечты, зачислена в штат журналистов «Аргументы и факты». Это тоже благодаря нашим каким-то связям. Раскрыла в себе творческие потенциалы, создает украшения из эпоксидной смолы. Раскрыла все кулинарные способности, теперь печет тортики на продажу. А также они нашли ресурсы и научились время выделять для себя. И сейчас я вам хочу продемонстрировать небольшой сюрприз от нашего 3-го потока мамочек, которые сделали небольшой видеоотзыв о нас, и на этом моя презентация будет закончена. Выражаю искреннюю благодарность авторам и организаторам проекта «Отдохни, мама» Екатерине и Наталье за оказанную помощь и поддержку. Креативность и реализацию по-настоящему важному проекту для семей, воспитывающих особенных детей. Спасибо вам большое за то, что делаете этот мир лучше и добрее. Работу и внимательность
воплощение мечты и желаний каждой участницы. За доброту и искреннее желание помочь в непростой ситуации. Желаю вас великого здравия, эффективного дня. Спасибо. Мгм. Пришли, а сколько минут? Мама это вообще главный член семьи, психологическое эмоциональное состояние очень важно. В дальнейшем планируется проработка не только с мамами, но, возможно, и с семьями, но это только пока в голове, только где-то в планах, пока у меня идет реализация именно только «Отдохни, мама». Но надеюсь, что в дальнейшем мы вырастем и начнем работать и с папами, и с бабушками, и с дедушками, и с детьми в том числе. Екатерина, спасибо. Уважаемые эксперты, ваши вопросы. В год охват целевой аудитории Именно какой? если брать только родителей, то это максимум пока есть 15 мамочек. Это только именно участниц. Не брать, если остальные, то это только участница. Объясню, почему так мало. Мы реализуем проект на долгих, то есть 3 месяца у нас проходит трансформация. 3 месяца, и то это даже на самом деле где-то бывает мало, и у нас мамочки, есть такие случаи, переходили с одного потока в другой. То есть им не хватало раскрытия, не хватало работы с психологом, а это на самом деле очень важно, чтобы они раскрылись и докопались до своих проблем и решили эти проблемы. А если взять в целом, то мы прорабатываем полностью со всеми, если взять участников и взять всех благотворителей, то у нас со всеми вместе выходит около 70 человек, кто нам помогает в этом всем проекте. В том числе у нас и дети привлекаются, и мужья тоже где-то участвуют. Но это так, маленькие такие мини какие-то праздники, встречи, организации. Я бы хотела спросить, да, про сроки вот именно вот того проекта, который вы сейчас представляете, и сколько мамочек вы планируете охватить. То есть проект вообще он долгосрочный. Он открылся в сентябре 2021 года. В год мы берем по 3 потока мамочек. То есть в дальнейшем планируем брать уже не по 3 потока, а чтобы их было больше. Сейчас в поисках психолога. Это самое главное. Самое главное у нас это психологическая помощь, потому что очень много мам, которые приходят, и говорят, нам нужен психолог. Нам нужен психолог. Их не так интересует какая-то другая часть, как нам нужен психолог. А на самом деле очень мало специалистов, которые хотели бы работать на благотворительной основе, потому что у нас это все полностью на благотворительной основе, то есть мамочки не оплачивают ничего. На что нужны средства? Средства нужны, то есть мы своими силами закупаем, у нас проходят мастер-классы. Мастер-классы это очень важно, и мы закупаем средства сами. Ну, я не включала там снятую аренду, но аренду мы тоже где-то оплачиваем сами, где-то нам выделяют, по-разному бывает. И бывает, что нам требуется оплата услуг психолога в дальнейшем, то есть не каждая мама может себе позволить продолжить работу просто на свой счет. А вы на наш центр психологической помощи, да, называется? Да. Вы Есть ходили? центр психологической помощи, да, есть там бесплатная помощь, но я сужу по своему собственному опыту. Немного не то. Работа, не так немножко проходит с мамой, как бы этого хотелось на самом деле. То есть там идут консультационные какие-то вопросы, могут помочь в разрешении какой-то одной маленькой проблемы, а на самом деле работа с психологом – это большой и долгий путь. Это нужно работать минимум месяцев 9 для того, чтобы ты просто пришел действительно в ту норму, которая тебе нужна. Это я говорю по собственному опыту, я знаю прекрасно, как с этими мамочками сталкиваются. Я прям вижу, когда к нам приходят, они закрыты до такой степени, что они даже не раскрывают. Они раскрываются в конце, когда вот у нас сначала месяц, мы делали больше охват. То есть у нас там по месяцу мы увидели плохие результаты, потому что мамочки прям им не хватало. Надо было еще с ними прорабатывать работу. Мы сделали на 2 месяца, видели, что мало. Сейчас вот у нас на 3 месяца. Но опять же,
больше 3 месяцев пока, к сожалению, не можем реализовать, потому что у нас психолог в нашей команде, она может брать вот только на этот срок мамочек и только работать на 3 месяца. А онлайн-форматы? Онлайн-формат это тоже все нет. Честно. Ага, спасибо большое, Екатерина. Давайте поаплодируем еще раз. Так, третий не проект, работа каждому, Нургуяна Аластырова. Так, где Нургуяна? Не видим, да? Тогда Любовь, дневной семейный пришкольный лагерь. Любовь Петровна, пожалуйста. Так, Андреева. Ошибка. Участницы, спикеры, да? Я бы хотела сегодня от именно Николаевского вуза представить дневной школьный лагерь для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и с инвалидностью. Ну, пока это получается у нас проект, поэтому намечается, скорее всего, на базе третьей школы хотелось бы, чтобы данный школьный дневной лагерь был открыт, так как у нас в Николаевском вузе есть инклюзивная школа, в которой учатся именно такие дети, и мы сможем охватить детей и семьи. Да. По проекту намечается то, что у нас охват будет детей от 8 до 16 лет. Дети, вот, получается, будут проходить дневной лагерь не только сами, но и с семьями. Это получается мама, папа, и если есть ребенок здоровый, то этого ребенка мы тоже возьмем. Так. Ну, привлекаем 2 волонтеров, оплата волонтеров, канцтовары, потому что у нас будут мастер-классы. И в конце, конечно, у нас будет мероприятие, праздник детям и родителям. Привлечем управление образования обязательно и администрацию Хангаласского вуза. Так. Ну и главным образом социальная значимость данной проблемы будет то, что семьи будут активно раскрываться и общаться друг с другом, да, потому что очень сложно все равно привлекать родителей в каких-то мероприятиях. Хотелось бы тоже, чтобы они стали командой и в будущем уже помогали друг другу. Можно, да, вопросы? Я закончила. Мастер-класс по тому, как нужно представлять свой проект максимально кратко. Любовь, спасибо, уважаемые эксперты, вопросы. Каким образом проходит отбор в лагерь? Очень интересный вопрос. Так. Следующий вопрос, да? Чего? У нас это считать то, что 209 детей с инвалидностью и ОВЗ. Мы, скорее всего, вот у нас есть представитель Харсхала Розалия Геннадьевна, у нее есть группа родителей, да, активных родителей, которые вовлечены именно в наши мероприятия. Будем отбирать, конечно, самых, надеюсь, активных родителей, чтобы потом неактивные родители вовлекались в активность. Я думаю, так. Сколько средств необходимо для организации этого лагеря и будет ли софинансирование от родителей? Софинансирования от родителей не будет, так как у нас, я сама являюсь начальником летнего дневного, начальником ВУЗа дневного летнего лагеря пришкольного, я бы хотела, у нас во всех школах в Хангаласском вузе данный лагерь будет работать, чтобы один отряд был именно для детей и семей с инвалидностью. Там, получается, оплата на педагога идет уже. Тут нам надо будет просто оплата на волонтеров, которые будут все время находиться рядом с детьми и помогать воспитателям, которые будут заниматься семьей, с детьми. А питание? Питание тоже вот хотелось, чтобы управление образованием взяло на себя, именно чтобы питание детей и семей. Максимально будем. Все, спасибо большое. Давайте поаплодируем.
Так, следующий проект у нас создание индивидуального визуального дневника для детей с РАС. Прекрасный дневник. Ага. Мария Петровна вместе с Ирина Евгеньевна. Ага, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые эксперты. Мы сегодня хотим представить вашему вниманию нашу разработку. Это визуально адаптированный дневник для детей с аутизмом, расстройством аутистического спектра. Так, дети наши очень трудно адаптируются к изменениям, да, к изменениям событий, которые происходят в привычном для них последовательности, да, то есть что-то внезапно меняется, и они к этому с трудом адаптируются, да. И из-за чего это происходит? Из-за того, что, во-первых, у детей нарушено восприятие слуха, восприятие речи на слух, и они зациклены именно к порядку. Все должно происходить вот так, в рутине, как это говорят, да? В обычном для них порядке. Так, и для этого им помогают адаптироваться визуальные подсказки. Визуальные подсказки, визуальные расписания – это апробированный метод работы с детьми с РАС. И мы даже сами используем их и видим, что оно дает результаты. И мы уже хотим глубже, да, в этот метод пользоваться. Да. Наша цель – помочь детям с РАС преодолеть, адаптироваться именно к изменениям, которые происходят в их жизни. Например, да, вот последние месяцы у нас были адаптированные дни, да, и ребенок встает утром, готовится идти в школу, а ему говорят, что адаптированный день. И он это не воспринимает, потому что он знает, что ему надо идти в школу, да, и наш дневник поможет ему справиться и адаптироваться к этим изменяющимся ситуациям. Ну, резюмируя, да, наша проблема в том, что дети не понимают, что такое изменение, и могут с ними справиться. Наша цель именно помочь им принять принять изменения, понять, что происходит изменения, и показать, какие изменения произошли, потому что дети не понимают информацию на слух, и они могут только пользоваться подсказками, да. И так, у нас ожидаемые результаты – это уменьшение стресса у детей в ситуациях изменения, подсказать, что произошло изменение, да, чтобы дети восприняли информацию об изменении и смогли действовать в соответствии с этим. Самое главное, у родителей появится инструмент, который поможет, инструмент для каждодневных задач использования, да, вот это. И это главное, дневник – это запрос родителей. Вообще дневники существуют, их можно найти, но они не подходят для нас, потому что для каждого ребенка нужен именно индивидуальный дневник под его потребности. Да? Вот это, например, дневник, это как бы стандартный, мы его купили, но мы используем, это дневник моего ученика, да? Но тут проблема в том, что только 6 дней недели, а нам нужен дневник на 7 дней недели, чтобы дети понимали, завтра выходные, завтра каникулы следующие, дети не понимают, видят суббота и в субботу хотят, например, уже думают понедельник. Это проблема. Мы разработали свой дневник на основе нашего опыта, запросов родителей, да, вот такой именно запрос родителей, это, да, чтобы дети наглядно видели, что неделя состоит из 7 дней, из них суббота, воскресенье, выходные, когда не надо идти в школу, да, и тут еще мы можем указывать, что карточки специальные, да, что карантин, учимся дома, адаптированный день, да, вот такие визуальные подсказки детям очень хорошо помогают адаптироваться, да, и тут, например, вот мы уже обозначили, да, вчера была суббота, число, сегодня 26 воскресенье, да, февраля, а завтра, 27-го, уже надо идти в школу, и тут уже расписание висит у него, и он по одному, например, русский заканчивается, он его выдергивает и смотрит, сколько осталось уроков до того, как надо идти в школу, например, да? Время. Ага, что-то завершающее, если хочется сказать. Завершающее то, что у нас есть уже разработан, и нам нужны средства именно на разработку 25 дневников, которые стоят, достаточно дорого, да. Мы готовы вложить в это свое время, наши ресурсы, да, все это сделать, подготовить волонтеров и помочь родителям.
Мгм. Спасибо большое, давайте поаплодируем. Здорово, что показали наглядно. Уважаемые эксперты, ваши вопросы. Надежда. Вопросов нет. Сколько стоит один дневник? Или здесь есть, а я не увидела, да? Да, ну примерно. То есть где-то приобрести его невозможно. Нет, это авторская разработка, и она да. Ну, если скачивать, это все равно нам нужны те же средства, очень много средств, и у нас индивидуальный с учетом. То есть всегда будут добавлены картинки под запросом родителей. То есть на каждом пляжном. Потом его можно еще даже дополнять и использовать во внеурочное время. Например, сходить к стоматологу, сходить в цирк, поедем на автобус. И так далее. И если вот стоимость мы вычислили, но мы вот сюда не написали. Ну, просто да, интересно, мы сколько. поняли, что нам легче купить цветной принтер, чем вот распечатать на 25 дневников. Стоимость нам очень такая, ну, почти то же самое, тем более дневник все время дополняется, и мы все время меняем карточки, потому что дети привыкают к этим картинкам. Математика только вот эта картинка, да? Вот это, и мы это все время, каждый месяц, это огромное, все время мы распечатаем, мы все время новые стоим в очередях, как все выходные вырезаем, это действительно вот это. Понятно. Облегчить наш изменяется. Есть Виктория, вот как раз вы сами запомнили, я хотела задать этот вопрос, да, что ситуация действительно бывает разная, может ли ребенок, могут ли быть в наличии, допустим, картинки на липучках чистые, в котором ребенок, родители могут рисовать, потому что мы понимаем, что моторная память играет, да, это фиксирует память, и он сам отвечает на какое-то определенное время, да. Да, это очень, да, потому что он функциональный, он универсальный, у него очень много функций на самом деле. Не только распорядок дня, да, вот именно каникулы, вот на каждый день, что ребенок сон, обед, даже прогулка, вот это ребенок нас тут, когда мы говорим, идем на прогулку, он может не понять. Но мы показываем, конкретно, и картинки все время меняются, потому что ребенок не привыкал. И вот, ну, основные как бы затраты, это, наверное, принтер, который сейчас нам нужен как воздух, мы действительно очень много времени тратим. Так, спасибо большое. Невероятно сейчас, да, приятно видеть таких педагогов, да? Я вас влюблена, спасибо. Приглашаем к защите 6-й проект «Инклюзивный фестиваль «Дружба без границ». Кычкина Светлана Васильевна и Титова Антонина Степановна. Пожалуйста. Думали выходить на защиту, не выходить, я знаю, но вышли, молодцы. Добрый день, уважаемые эксперты, дорогие коллеги. И прежде чем начать нашу презентацию, я хочу сказать, девочки, вот, не знаю, кто были перед нами, огромное вам спасибо за вашу работу. И лично я, Мария и Ирина, готова вложить 5000 в ваш проект. Из личных сбережений. И если кто-то может, готов, тоже может. Окно приоткроем немного. Немного. Проект «Инклюзивный фестиваль». Там был еще добавление. «Дружба без границ». Это наша республиканская детская общественная организация для детей с особенностями развития дети солнечного мира. Я председатель этой организации, председателя Антонина Степановна. Основными причинами социализации мы уже 2010 года существуем и участвуем тоже на конкурсах грантов, но мы боимся вот именно всероссийских таких конкурсов, но мы участвуем только в публике и в городе. Основными причинами социализации детей являются сельское хозяйство, также общение со сверстниками, с природой, ну и, конечно же,
навыки публичного самовыражения. И совместная проектная деятельность на мероприятий помогает детям развивать лучшие качества. Личность – это ответственность, сострадание, потребность помогать и уважать достоинство другого человека. И вот наш проект направлен именно на это, потому что в ходе реализации проекта наши ребята будут общаться, будут проходить общие семинары, тренинги, мастер-классы. И самое главное, что они будут вовлечены в одну проектную деятельность, творческую, и у них будет возможность проявить свои навыки и свои таланты. Целевая группа нашего проекта – это дети с ограниченными возможностями здоровья и сверстники школьного возраста, средний возраст, можно начальный, самый, посмотрим, да, проекта, и родители детей, участвующих в проекте, и волонтеры. И вот социальные партнеры Управление образования и администрации города Иркутска, Управление социальной защиты населения, так, и детский подростковый центр, благотворительный фонд «Канцел», региональная общественная организация «Союз родителей детей, помощи детей», ОНО «Центр психологического здоровья граждан». География проекта – это городской округ города Иркутск и Шатай. Цель нашего проекта – это социализация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья через организацию и проведение инклюзивного фестиваля «Дружба без границ». Задача проекта – это подготовка и проведение фестиваля без границ, информационное освещение мероприятий фестиваля. В течение всего периода подготовки к фестивалю с родителями детей будут проводиться классы, семинары обязательно, творческие какие-то занятия, ну и также, конечно, репетиционные. И обязательно будет с ребятами и с родителями психолог, который будет сопровождать их в течение всей реализации проекта. Мы понимаем, что все равно психологи – это те люди, которые смогут настроить детей. Выйти на сцену – это всегда такой стресс. Даже выйти сюда – такой небольшой стресс. Поэтому, конечно, нужна будет помощь психологов и детям, и родителям в течение всего времени реализации проекта. В конкурсе мы вот предварительно думали, что примут участие. У нас уже есть опыт проведения такого фестиваля. Примут участие 8 пар. Это вот у нас одна пара, например, да. Ребята выступали вот в таких парах. Но сейчас думаем, что, возможно, их будет больше, потому что в прошлый раз у нас были в основном ребята из города Иркутска, также были из Горного Улуса. Это мы решили расширить Шатай. И есть этапы фестиваля. Есть этапы, в которых дети готовятся заранее, снимают видеоролики и, конечно же, создают свои образы художественные, творческие, концертные, которые они выступают на одном из этапов фестиваля. Ага, время. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Вопросы? Какой период вы предполагаете от начала подготовки до завершения фестиваля, и чем завершается фестиваль, и дальше что? Хороший вопрос. Ну, я
начали, наверное, с конца, чем заниматься. Очень важно понимать, что дал фестиваль для участников. Поэтому у нас после фестиваля мы планируем провести такое мероприятие с родителями, с детьми, с приглашением известных общественников, общественных деятелей, блогеров, и провести типа что-то, пресс-конференции, где ребята и родители расскажут о том, что они получили, чему научились. И, конечно, это мероприятие, оно не только, как вот я рассказала, да, оно как пример для других родителей, для других детей, для того, чтобы они тоже стали смелыми и приняли участие. Ага, раньше у нас этот фестиваль был определенный конкурс, да? Самая изюминка состояла из двух пар, да? Один ребенок передвигающийся на коляске, один ребенок, другой ребенок на развивающийся, да? И этот фестиваль нам родителям очень понравился. Они создавали вместе, вот, занимались в творческих занятиях, они создавали свои образы, да? И свои костюмы, декорации, да, и это дало именно они помогали именно инклюзивно. Момент инклюзии, он очень такой мощный, да, получается. Можно от меня вопрос? В бюджете детского подросткового центра или где-либо какие-то средства уже заложены, и какие средства вы бы хотели получить от нас сегодня, на что? Мы хотим именно на пошив и какие-нибудь ткани, для украшения, Хорошо, спасибо. Будут вопросы? Нет. Вопросов больше нет. Давайте еще раз поаплодируем. Так, следующими у нас выходит большая команда детского сада номер 88 «Академия детства» с проектом «Школа родителя» под проект «Радуга надежды» Академии детства. Пожалуйста. Добрый день. Хочу начать выступление организаторов и выразить тоже свое восхищение с теми, кто выступал до нас. Все проекты прекрасные, я просто почувствую экспертов. Это точно. Меня зовут Федорова Анна Афанасьевна, я являюсь заведующей детского сада 88. Со мной сегодня моя команда — это мой старший воспитатель Татьяна Егоровна и наш педагог Любовь Калитвина. Мы хотим ставить свой проект. Наш детский сад долгое время был федеральным детским садом, мы лишь 2 года как пришли в муниципалитет. Сама я тоже являюсь волонтером. И в нашем детском саду с 2017 года проводится каждый учебный год школа родителя. И этот проект очень получился, очень нравится нашим родителям. Учебный год обязательно у нас проводится 3-4 очные встречи для родителей с привлечением различных экспертов. Да, у нас есть постоянные партнеры и обсуждаются с родителями различные темы. В 2022 году мы этот проект чуть расширили, да, и мы очень часто проводим онлайн-консультирование с родителями, и мы получили от родителей, у которых есть детишки, значит, с инвалидностью и с ОПЗ, запрос, да, то есть появилась проблема. Появился запрос, что они хотят, им очень нравится эта школа, но они хотят более отдельной, да, помощи, значит, более такого индивидуального подхода. Мы эту проблему услышали, обозначили, и у нас родился подпроект «Радуга надежды». Да? Значит, «Радуга надежды». Даже если мы не выиграем сегодняшний грант, мы будем реализовывать с ноября 2023 года. Цель нашего проекта – это способствовать социальной адаптации и реабилитации семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Да? Поддержать эти семьи, чтобы мобилизовать возможности для решения задач инвестиционного процесса. Ну, то есть поддержать семьи, у которых есть детишки с инвалидностью. Да?
Значит, дальше можно, да, кратко значимость мы написали. И описание проекта. Мы разработали программу. Вот наши партнеры, да, можно? Наши партнеры — это вот Национальный художественный музей. С этого года мы очень замечательно сотрудничаем с благотворительным фондом «Форсхал». Замечательно они к нам приходят, нам очень нравится. Да? Кафедра возрастной педагогической психологии, мы с ними сотрудничаем уже 5 лет. Это детский сад Навруз, Казань, тоже наши друзья, наши вообще добрые друзья. Редакция журнала «Чуранчик», «Колокольчик», охранный проект «Эколята» и Союз женских организаций. Я сама являюсь тоже членом этой организации. Да? Это все наши партнеры, которые нас поддерживают в этом проекте. Дальше, пожалуйста. Ну, конечно, педагогические средства. И вот мероприятия мы разработали именно для вот этих семей. То есть здесь будут задействованы не только родители, не только дети, а именно и родители, и дети. Да? И, ну, я не буду, наверное, мероприятия будут так все раз в месяц. Здесь и, значит, какой-то фестиваль, тренинги, да, что дальше, пожалуйста. И круглый стол. И в дальнейшем этот проект в детском саду мы реализуем, и мы планируем, если получится у нас, выйти на наш Октябрьский округ. У нас в Октябрьском округе получается 9 детских садов, включая частный детский сад. И примерно посчитали где-то, ну, такое же количество таких семей, это получится охват где-то 300 человек, да? Ну, основные затраты, мы вообще, у нас есть помещение, мы планируем оборудовать там сенсорную комнату, закупить какие-то развивающие игры, и, конечно, это, если мы планируем провести такой небольшой форум для вот таких семей, да, родителей, это какие-то призы, ну, всегда нравятся призы, грамоты и так далее, да? Вот кратко, так, наверное, вот наши ожидания. Ну, я думаю, в целом понятно, да. Наша работа. В целом понятно. Да. Уважаемые эксперты, вопросы? У меня вопросов нет. Все понятно. У меня вопрос. Сколько детей с ОВЗ посещает сейчас детский сад? Так, у нас 9 детей и с ОВЗ, и с инвалидностью. Ну, и каждый год это где-то такая одинаковое число. Да. А руководство детского сада как относится к тому, что вы планируете такую деятельность вести? Ну, я вижу, что да. То есть я вы... очень Ну, то есть планируется в будущем увеличение охвата детей с ОВЗ, к тому, что рост все же по инвалидизации идет. И... Мы еще привлечем, знаете, еще очень много детишек в трудной жизненной ситуации. И есть детишки, которые вот, значит, у нас сейчас тоже есть дети, которые очень сложно именно, как же сказать, да, про такого ребенка, там воспитательная где-то очень сложно, и родители, да, которые не хотят воспитывать, например, отдать детский сад и забыть про то, что, да, и как хотите, так справляетесь, а ребенок просто не управляем. То есть здесь мы говорим еще и о профилактике ранней инвалидизации, в том числе, да, то есть оказании в этом плане ранней помощи. Спасибо большое. Давайте еще раз поаплодируем. Так, Люцию Анисимову мы приглашаем на защиту проекта «Счастливая мама, счастливая семья». Ага, Люция, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые эксперты. Меня зовут Мала. Вот. Я являюсь учредителем региональной общественной организации Союза детей с синдромом Дауна, помощь деятельности. И у нас получается, что мы созданы в 2015 года силами, да, дружной родителей, но официально не зарегистрировано в году. И по данным СЭ за 2020 год зарегистрировано 175 детей. Вкладыши я все но это все будет исправимо в будущем. Да? Из них, значит, детей 127
ребенка. Да? И за 2021-2022 год родились еще 6 детей, из них 2 детей были. То есть, к сожалению, рождаемость таких детей с генетическими заболеваниями, да, синдром Дауна, это дополнительная хромосома, 47-я хромосома, это особенность. Тогда как у нормальных дети рождаются. И мы, как союз родителей, которые мы объединены силами родителей, мы столкнулись с такой проблемой. У нас, значит, дети, они мало посещают детских садов. Они не организованы. Они в основном сидят на домашнем условии. Школьники обучаются дома. Соответственно, мама сидит с ребенком постоянно с самого рождения до конца жизни. И получается, что у нее появляется апатия к жизни. Она теряется. И у нас упала активность родителей в создании мероприятий. Они не участвуют в организационных моментах. Их нет. Они вроде есть, но это самое глобальное. И еще стало замечать, что наши мамы стали немножко вести аморальные отношения. То есть начали убивать и, в общем, раскладывать очень. Это все, конечно, очень отражается на семью. Поэтому у нас 3 задачи. Поднять психоэмоциональное состояние матери. Здесь помогают нам партнеры художественный салон бизнеса через арт-терапию. Мы здесь не привлекаем, как сказать, психологов, но мы через будем понимать внутренний какую-то энергию поднимать, через студию танца, свободный танц. То есть идут блоки внутри тела. Эти все мероприятия я ощутила себя на себе, да, и мне это помогает до сих пор. Я себя поддерживаю, я знаю, что мне надо, да, я хочу, чтобы таких мам стало больше. Думающих о себе и представляющих время теперь. Поэтому первая задача – это психоэмоциональное состояние можно. Второе – это мама-мама задача. Мы помогаем сами себе. Мамы будут создавать сами мастер-классы, да, различные по своим умам, по своим опытам. То есть они будут вовлекать свой курс общения, мы больше. И наша задача заинтересовать их. Это прекрасно, что можно быть женщиной, быть сильной, и заботиться о себе. Женщина – это ресурс. А женщина зависит гармонию семьи. Да? Люция, время. И и мы хотим создать швейную историю, приобрести оборудование, нам необходимо на это, чтобы мы создавали красное и были воплощением наших союзов. Спасибо большое. Так, Люция, подождите. Вопросы от экспертов. У Натальи нет вопросов. Надежда. Сколько мамочек вы планируете охватить и какой срок проекта? Мамочки у нас в городе Якутске по нашим планам 30 семей, 30 мамочек в охвате и, соответственно, 30 семей. Период действия проекта у нас с 1 августа по 10 декабря конкретно, потому что там уже будет подведение итогов. 3 месяца поддержки мам. Мама, женщина помогает. Не какой-то психолог, который частично знает, да, а те мамы, которые с тобой взаимодействуют, да, прекрасно знают. Потому что другие мамы могут понять проблему той мамы, у которой
Это в советское время вообще считалось позором, да, никто не ходил на улицу и прятали, до сих пор прячут. До сих пор прячут. Да. Я знаю такую Вот. даже одну Поэтому семью, да. вот создание нашего союза, мамочки раскрыли глаза, они убедились, что можно жить с этим. Это не наказание, а наоборот, это больше. Как говорится, испытания даются только по силам. Люция, спасибо большое. Ага, спасибо. Переходим к следующему проекту «Раскрой меня». Проведение диагностики. Закрою. Да, проветриватель Елизавета Александровна в действии, да. Петр Петрович, презентацию, пожалуйста. Это номер 9. Это номер 9 проект. Проект номер 9. А можно начинать, да? Да, можно Мы представить. работаем в адаптивной школе-интернате номер 28 для детей с нарушениями интеллекта. И вот мы 4-й год уже работаем с детьми с аутизмом, да? Это для нас было новое. Раньше работали просто с умственной отсталостью. И самая у нас сложность появилась в том, что мы не можем правильно детей диагностировать. Вот эти дети не понимают инструкций никаких, да? Речь не воспринимают на слух. И очень сложно. Я вот 20 лет сама работаю. Раньше проверяла всех всеми возможными методами, а вот с аутизмом это очень сложно. Да? Они воспринимают свою речь как шорох, как шелест. Просто как это невозможно, да, проверить. И у них из-за этого начинаются и вокализации, и нежелательное поведение, истерики. Если вы соприкасались с детьми с аутизмом, вы, наверное, это знаете, да? В Якутии на диспансерном учете состоят 250 детей с аутизмом, из них в Якутске 138 детей. И вот даже если дети идут на ПМПК, они не могут раскрыть себя, да? Так что они боятся новой обстановки, чужих людей. Вот на это предоставляется 2 только дня. Ребенок может вообще замкнуться, уйти в себя и не может показать свой уровень интеллекта правильно. Или такие случаи, когда к нам в школу приходят дети вообще с другим вариантом обучения. Мы принимаем детей 8-3, 8-4, которые вот с умственной отсталостью. Так, презентация на рабочем столе. Петр Петрович, на рабочем столе. Раскрой себя. Называется «Раскрой себя». Раскрой меня. Раскрой меня. Ага. Раз – это как раз расшифровка раз. Ага. Может быть, просто на рабочем столе лежит? Да, просто на рабочем столе. Смотрите внимательно. И вот эти дети на ПМПК приходят, не могут раскрыть себя и не могут справиться с заданиями, даже простыми, да? И поэтому в основном это бывают устные вопросы, там, на интеллект, а эти дети вообще закрываются. И, конечно, мамочки тоже впадают в стресс, ступор, да? Он же это все знает, но он не может вот себя показать. И вот для смягчения этой проблемы мы предлагаем приобрести новый диагностический инструментарий. Он называется Later 3. Вот нам его презентовали новосибирские наши коллеги, приносили вот это вот, да. Мы прямо загорелись этой идеей. У нас в Якутии вообще нету владеющих этой методикой, а людей сертифицированного ни одного педагога нету, и этой методики нету. И эта диагностика доступна не только для детей с аутизмом, а вообще для всех людей, которые имеют ОБЗ. Ага, и для даунов, да, и для пожилых с деменцией, да, вот для 70 до 75 лет это вот работает эта методика. И вот региональная общественная организация помощи детям с РАК «Контакт», она уже даже предлагает вот эту замену теста Векслера вот этой методикой для тех, которые вот не воспринимают. Только текст Векслера закупили. И, конечно, он стоит очень дорого. Один портфель стоит 250 тысяч рублей. Обучение специалиста 35 тысяч, это надо ехать в Москву, обучиться, да. И если бы мы нашли бы эти деньги, я бы сама могла поехать, обучиться и потом применять, да, вот эту работу. И если в самом начале пути вот жизненного, да, как ребенок к нам приходит, правильно выявить уровень интеллекта его
И вариант обучения, если ему правильно дать, вся жизнь ребенка поменяется. Я думаю. Он не будет даже числиться вот как умственно отсталым. Возможно, это ребенок просто с ЗПР, да, последствия вот этой болезни, да. И что можно еще сказать? Ну, мы пришли сюда, как бы, чтобы найти партнеров, да, НКО, кто мог бы с нами вместе вот этот проект дальше двинуть, да, например, на грант главы республики. Нет, не нашли, слышите? Нет, ну, ожидаемый я резюмирую, да, тоже очень сложно объективно оценить умственные способности у детей с аутизмом, потому что они не воспринимают речь не воспринимают, да, и не могут выполнять инструкции вербальные. Но и наша цель именно повысить объективность результатов диагностического обследования, таких детей, именно повысить, максимально, да. И для этого у нас есть решение. Есть решение, вот современные методы, о которых мы говорим, да, это Later 3, который именно подходит для детей с аутизмом, для людей, которые не владеют речью, потому что там только инструкции жестами и знаками. Там речь вообще не нужна. Мы хотели на презентации показать вот этот портфель, но... Мы открыли на сайте тоже, вот сейчас смотрим. Спасибо большое, уважаемые эксперты. Ваши вопросы? У меня вопрос по команде проекта. Написано, что вот на одного человека проведение диагностики и консультирование родителей, да, и не менее 25 детей. Считаете ли вы этого достаточно, да? Мне кажется, это... Потом мы планируем расширять детей, да? Не только в нашей школе, а мы можем работать вот дня. Нет, это текущая работа вот специалиста, да, как раз вот этих детей в течение вот 3 месяцев вот, делать. Это просто диагностика будет еще дополнена новым инструментарием, который еще более эффективно. То есть это с таким количеством детей каждый год работает. Дефектолог. У меня еще один такой вопрос по поводу, планируется ли в рамках проекта, вот, кто-то поехал, обучился, распространить этот опыт среди других коллег. Обязательно. Потом планируем как раз распространять опыт и работать с другими детьми. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Так, приглашаем проект номер 9, инклюзивный спектакль «Не последняя поэма», или, в принципе, постановка инклюзивного спектакля. Панова Анна, номер 10, прошу прощения, Панова Анна, пожалуйста. С ними вы знакомы. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень благодарна всем организаторам сегодняшнего мероприятия и низкий поклон всем участникам, потому что та работа, которую вы делаете, вот я даже не могу спокойно выражать свои мысли безэмоционально. Да? Меня зовут Панова Анна Сергеевна, я являюсь директором инклюзивного театра «Алгыс». И сегодня представляю от меня нашего театра проект «Инклюзивный спектакль. Последняя поэма». Наш проект, понятно, поскольку мы театр, он лежит в чисто социальном таком направлении, это социокультурное направление. И прежде чем начать, хочу сказать буквально 3 слова о нашем театре. Наш театр официально был зарегистрирован в 2019 году. И что мы видим, да, как мы видим свой театр, это площадка для реализации креативных творческих проектов. И это то место, где могут объединяться все люди, независимо ни от каких социальных статусов, экономических статусов здоровья, то есть абсолютно все, абсолютно все. И вот мы уже начали с 2015 года свою работу, несколько проектов уже нами реализовано. Первый проект, вот «Алиф. Начало», можно дальше чуть-чуть? Да, это процесс нашей работы, как бы изнутри показываю, еще чуть подальше. Вот «Алиф. Начало», он был при поддержке вот Алмаз Эргенбанка и фонда Харысхал исключительно сделан, без грантовой поддержки. И следующий наш проект – это «Улунхо метаморфозы». Он был окончательно реализован в прошлом году. Это уже была задействована в том числе грантовая поддержка главы города Иркутска.
Ну, естественно, как всегда, информационная организационная поддержка благотворительного фонда «Коростал». Мы из них, поскольку наш коллектив вышел из «Маленького принца», из театральной студии, да, и мы как бы с ними и теперь всегда. Вот это уже при грантовой поддержке главы города Иркутска. И хочу проблематику озвучить. Главное, там все в нашем проекте расписано, поэтому именно хочу на основных таких акцентах остановиться. Проблематика, да, почему у нас почему вообще возникла идея создания инклюзивного театра, идея создания инклюзивных спектаклей? Да. Когда наши дети вышли из детского возраста, они были с подростками, молодыми людьми, студий, как таковых, творческих студий, а тем более театральных студий, она вообще у нас одна, где-то маленький принц во всем городе, их нет. И изучив полностью, что у нас вот в городе, в республике происходит, мы все ходим иногда в театр, да, хотя бы изредка. Наши театры, они все академические, либо этнические. Все. Инклюзии, ни о какой инклюзии там речи быть не может, именно изнутри, со стороны создателей, со стороны творцов и со стороны актеров. То есть одаренный, творческий актер, который имеет какие-то особенности по здоровью, он не может взять и пойти в театр. Тем более, я еще раз скажу, наши театры не очень-то ориентированы на арт-искусство в принципе. А с такими детьми я хочу сказать, что именно арт-терапия театром больше работает. Именно арт-проекты очень. И вот наша основная, наша цель вот в этом году, можно сказать, да, вот в этом году поставить спектакль «Не последняя поэма», инклюзивный спектакль, так, сценическая адаптация для нашего инклюзивного коллектива. И вовлечь в театральную деятельность людей с ограниченными возможностями здоровья как актеров. То есть не как потребителей услуг, а именно изнутри. И, соответственно, вот для такой цели мы хотим решить задачу, это создание инклюзивного театрального пространства. У нас сейчас есть определенное помещение, которое мы занимаем на Богатырёва 11/1, но его нужно дорабатывать, оно не театрально приспособлено. Раскрытие творческого потенциала и содействие самореализации участников в сфере театрального искусства, ну это понятно, мы постоянно, в общем-то, работу ведем в рамках каждого проекта. Постановка инклюзивного спектакля, как вот такой завершающий показ всей этой деятельности. И привлечение общественного внимания к новым формам социальной ориентации современного театрального дела, в том числе повышение уровня толерантности общества. То есть мы хотим через то, чтобы зритель приходил к нам, видел, как наши дети работают, как они работают с профессиональными актерами, совместно с профессиональными музыкантами, и они воспринимали не как каких-то больных детей, да, которые странные они все, а видел в них вот одаренных людей. И тем самым через это приходило общество к инклюзии, вот, в таких более широких пониманиях. Не только наши ребята, а вот именно само общество. Да, вот это основные наши задачи, которые мы перед собой ставим и на достижение которых этот проект направлен. И мы уже, я уже говорила, что имеем опыт реализации предыдущих проектов, да, и я хочу сказать, что это уникальный опыт не только для республики, это уникальный опыт для Дальневосточного региона, поскольку мы со своим предыдущими спектаклями выходили на фестивальный уровень театров Дальнего Востока. Это мы вообще были единственным инклюзивным театром и единственным автономным независимым театром, не государственным. То есть мы выступали наравне с нашим театром, там ЧУЗ Хабаровска, ну вообще очень маститые театры всего Дальнего Востока и получали очень-очень-очень такие искренние отзывы зрителей и критиков. Спасибо. Пользуясь случаем, я предлагаю сказать о том, что вы в этом году снова собираетесь ехать. И в этом году мы думаем открыть сбор на поездку. Вот по-честному. Наш коллектив, у нас коллектив такой особенный, мы не можем кого-то взять, кого-то не взять. 2 года Хабаровск полностью оплачивал нам проезд 30 участников нашего театра.
Но вот, к сожалению, в этом году они уже в рамках, они так выходили в рамки своего положения все время. Они сказали, ну никак. Они полностью организуют нам пребывание, питание, площадку, ну, все в городе Хабаровске. Но вот попробуйте как добраться сами теперь до нас. Ну вот, еще, предложение, да, сбор средств через показы спектаклей. Пойдем же, посмотрим, и за это заплатим, и за это будут платить. Отлично. А на что еще хотели добавить? Добавить про нашу команду, да? Вот наш основной костяк — это художественный руководитель и режиссер Лена Иванова-Грим, профессиональный режиссер драмы. Это заслуженная артистка Республики Саха-Якутия, актриса Саха-театра Ирина Никифорова. И наши музыканты Николай и Аталина Батахова, они работают в инновационной школе у нас с ребятами с ОВЗ, и плюс еще являются руководителями инклюзивной студии ЧМЛТ при благотворительном фонде Харскал. И они уже сейчас стали нашими постоянными музыкантами, которые с нами очень плотно работают. Спасибо большое, Анна. У меня вопрос не прямо вот к этой ситуации, да? Ну, у меня вопрос. Сейчас идет президентский фонд культурных институтов, заявочный компания. Ну вот, да? вот мы и хотим... Планируется ли у вас подача заявки? Это как бы ее наметка, скажем так. До 20 марта идет прием заявок. 20 вот готовим. Можете обратиться. Спасибо. Все, Анна, спасибо большое. Так, 11-й проект. Оксану Котельникову мы приглашаем к защите. Проект «Компетентный родитель». Оксана, пожалуйста. Я, наверное, самый маленький человек. Меня зовут Котельникова Оксана. Вы знаете, мы занимаемся родителями детей с нарушением зрения. У нас, значит, название нашей организации «Светлый защитник». Значит, проект у нас «Компетентный родитель». В чем, значит, значимость нашего проекта заключается в том, чтобы родители, становясь активнее, чтобы тоже как и дети, значит, принимали активное участие во всех общественных своих мероприятиях, как и в школе, в городе, в вузе. И для этого всего они чтобы социализировались и были коммуникативным. То есть своего рода такая, значит, цель для того, чтобы они у нас были, ну, все это время, как бы я с самого начала, а вообще, как бы идея создания нашей организации началась с 2009 года, ну, с момента рождения моего сына, 2003 года, сейчас ему 15 лет. И, значит, мы сами из Нижнетронского района, единственные здесь, вообще практически район. И, значит, столкнулись с такой ситуацией, когда узнали, что она зрячий, с каким диагнозом сексуального зрительного нерва появилась. Проходили очень долгие обследования, значит, в результате этого всего получилось так, что для наших диагнозов есть такие диагнозы, которые требуются какие-то операции и требуются какие-то реабилитации. И ну, тоже как бы с предусмотрением того, что врачи давали свои рекомендации. За это все время, значит, я всегда задумывалась над тем, что как будут, значит, наши вообще есть ли такие родители, которые как раз таки похожи с нашими заболеваниями. Естественно, здесь мы узнали, что здесь есть наша библиотека. Значит, пройдя, значит, в библиотеке, значит, я получила полный курс, значит, того, что методического
Значит, пособие для родителей, которые необходимы для того, чтобы в дальнейшем развивать процесс. Вот. Потом в последующем, значит, мы познакомились, что у нас есть школа республиканская коррекционная, сказали. Вот. Она у нас находится по Римскому тракту, 5 километров. И я поняла, что родители все сами по себе. Да, каждый кто-то может, и какими-то разными своими вопросами мы стараемся все разместить. И, значит, мы стали, значит, объединяться. Я принесла предложение родителям, что нужно объединяться. Все это время, когда я вела свои наблюдения, то есть узнала, что, оказывается, есть разные диагнозы с нарушением зрения. Из, значит, мои выводы такие, что с нарушением зрения есть у нас, значит, с ментальными нарушениями. Кстати, вот здесь вот у нас есть сообщество, которое как раз таки есть организация. Вот. Потом, значит, незрячие наши, они с синдромом аутистического расстройства. Это как бы, вот, кстати, вот выступали, и методика, я рассказывала, очень как раз таки нужно будет потом судить, для того, чтобы учить наших преподавателей и родителей, чтобы обучить студентов, потому что у нас есть очень большие сложности. Вообще, как бы, значит, и с родителями, вот, как бы, того, что у нас... Оксана, значит, к сути проекта, да, к сути проекта... У нас юридическая, просветительская, как бы, культурная, по социальным вопросам, для дальнейшего объединения. То есть мы хотим уже юридически зарегистрировать, потому что у нас, да, мы уже пришли к этому выводу, потому что у нас есть родители, которые очень много талантливых, которые как раз хотели бы дальше развиваться. И потом я за это время, значит, без всякого, как бы, пока регистрации научилась, вчера у нас было мероприятие по, значит, тому, чтобы выходить на власти и как с ними разговаривать. За это время я уже, у меня есть как разговаривать и с ними вести, значит, дальнейшую работу. Вот. И, значит, вести наших родителей с детьми. Для этого нам требуются такие вот для начала поддержки нашей организации. Оксана, спасибо большое. Время. Уважаемые эксперты, вопросов. Сколько семей? Сколько семей и сколько в вашем сообществе? И, значит, у нас там более 100. Значит, нет, Якутск сейчас. Значит, это охват, как бы, значит, в городе в самом, значит, мы охватываем, так как все у нас республиканская школа, да, и приезжают все учиться в нашей школе со всех концов, можно сказать. И получается где-то сейчас 50-60 семей. Ну, еще плюс, как бы, другие узнают о нас, стали узнавать. Вот, в будущем, как бы, планируем, так как у нас есть республиканская школа, библиотека, то у нас, конечно, там свои есть, я думаю, что СМИ, которые сотрудничают, мы можем ходить, вернее, мы с ними будем уже работать. Вот. У нас есть некоторые минутки, очень большие. Ну и плюс то, что вообще, я вообще благодарна, потому что мы всегда пришли, вот первый раз на мероприятие в Северах, я получила за всю историю создания Харскала, такого мероприятия вообще не было. Это, можно сказать, первое мероприятие, очень такое продуктивное. Я надеюсь, что после этого будет вопрос. Спасибо. Спасибо большое, Оксана. Спасибо большое. Так, мы приглашаем Кураеву Марию с проектом «Бабашка, играй», проект для детей с особенностями развития. Мария, пожалуйста. Добрый день, уважаемые эксперты, уважаемые коллеги. И представляю вам проект для детей с особенностями развития «Бабашка, играй». И цель данного проекта – это развитие игровых навыков детей с особенностями развития для детей
детей с диагнозом ДЦП и синдромом Дауна в возрасте 6 до 6 лет. Задача проекта – это провести развивающие игровые занятия для детей с особенностями развития с использованием голосового конструктора бабашки и графа проекта, провести семинар для родителей о возрастных особенностях и обучение родителей игровых навыков у детей с особенностями развития онлайн и провести мастер-класс для детей с синдромом Дауна в возрасте 5 лет и родителей. Команда проекта, меня зовут Мария Краева, я являюсь руководителем проекта, я являюсь директором его, и я являюсь водителем ребенка с диагнозом ДЦП. И плюс еще в команде проекта у нас есть 2 педагога и 1 тьютор, и 4 волонтера-тьюторов, которые готовы работать и выделять свое свободное время без оплаты. Да, география проекта – это город и по календарному плану. И целевая группа, как я уже говорила, это дети с диагнозом ДЦП и дети с синдромом Дауна. В возрасте 5 и 9 лет и их родители. У нас есть ресурсы свои, это помещение, первичное оборудование, материалы для развития и для работы с детьми. И наши партнеры – это благотворительный фонд «Караспал», есть договоренность Якутии 24, и есть страница у нас ВКонтакте, на сайте «Ориентир» и Телеграм-канале. Вообще, если вот рассказать о данном проекте, да, что это за проект, то в день 2022 года открылся мини-лечебный сайт для детей с ДЦП с тяжелыми двигательными нарушениями и речевыми нарушениями. Это дети, которые не ходят, и дети, которые не говорят, но абсолютно с странным интеллектом, которые все понимают. Да? И какая у нас проблема? Особенно детей, действительно, наверное, согласятся все, которые здесь сидят, нет детства. Да? Все мы от них чего-то хотим, все мы хотим, чтобы они соответствовали нашим ожиданиям, и мы все время с ними все время занимаемся, требуем реабилитации, коррекции и так далее. Да? А цель этого данного проекта заключается в том, чтобы ребенок был просто ребенок. Ребенок просто играл. Да? И играя, ребенок развивался. В рамках нашего проекта «Бабашки играй». Ну, тут особенные дети, вот я сказала, что у них нет детства, и детей еще не берут в детские сады. Чем сложнее ребенок, тем его вообще не берут. Да? И плюс еще школа тоже нас ожидает домашнее обучение. У меня у самой ребенок, который не ходит и который не говорит, но абсолютно все понимает, и мы с ним общаемся жестами. Да? И ребенку 8 лет, ему нужно пойти в школу. И получается, что я до 8 лет сидела дома, работаю за ним, и еще меня ждет еще 10 лет домашнего сидения 24 на 7. И поэтому появился вот этот проект, правильно, да? И здесь дети вначале, в октябре месяце, в садик ходили 4 ребенка. 4 ребенка. Все дети с двигательными нарушениями, дети, и я их называю ползуны и молчуны. Да? Занимался один педагог и один тьютор. В ходе работы возникла необходимость развития детей социально-коммуникативные навыки. И с февраля 2023 года наша команда при поддержке фонда президентских грантов буквально в этом месяце начала реализацию проекта социально-коммуникативной группы для детей, цель которой обучить 8 детей, уже 8 детей, да, пользоваться при общении альтернативной коммуникации. Альтернативная коммуникация – это жесты, карточки, социальные кнопки и планшеты. Особенность и уникальность этого проекта заключается в том, что детей пользоваться альтернативной коммуникацией обучаем в процессе игры в естественной среде. Создается специальная среда игровая, где ребенок учится общаться, учится играть, общаться, отвечать на вопросы, выполнять какие-то задания, и все это в игровой форме. И для организации игр и занятий используем Reggio подход. Этот подход я нашла в 2000 альтернативных подходов. Альтернативная педагогика я нашла в 2015 году. Прошла обучение
как реже педагог, по теории, по практике, нашла очень много курсов по проведению вот этих именно игр, как организовывать игры так, чтобы ребенок оставался, и ребенку было интересно. Да? И я вначале занималась только своим ребенком, и когда я увидела результаты, насколько ребенок раскрывается, насколько ребенок развивается, да, и интеллектуально, и двигательно, и я поняла, что нужно еще уделить и другим родителям. Вот. И в основу данного подхода лежит вера в силу возможности ребенка, наблюдение и исследование за его интересами и эмоциями. Педагогам не создается специальная игровая игра, где ребенок может проявить, узнать себя, других играя сюжетные ролевые игры. И в этом проекте, который будет реализовываться до сентября месяца через фонд президентских грантов, дети посещают группы 2 раза в неделю по 3-4 часа без сопровождения родителя. Родители оставляют. И занимаются с ними один педагог и 2 титера. Если вначале было только один педагог и один титер, то один педагог и уже 2 титера с 4 детьми мы разделили на 2 группы. И благодаря данному проекту у 8 родителей появилось свободное время для себя и для своего развития. Это в основном к нам приходят дети, которые вообще никуда не ходили, сидели дома. Да? И к нам пришли 2 ребенка, которые за всю эту зиму, мама и ребенок, вышли первый раз. Да? И, конечно, мы сейчас, у нас сейчас идет 3-я неделя, 3-я неделя будет, и, конечно, детям сложно, и первые дни дети ходят с родителями, и выходят за пусталку, конечно, плачут, да, сложно всем, но уже на следующий день дети, на следующие занятия уже дети начинают интересоваться, уже не плачут, да, и вообще не хотят уходить. А родители, например, родители меня все время спрашивают, неужели я могу оставить ребенка? Я могу оставить ребенка? Это можно, да? И тут еще это, потом еще вот вчера же тоже рассказывали, что про передышку, да, детей, проект, и родители же там первые дни ходили вокруг нас тоже, да. Я сама, я же сама это, через все это пошла, да, и мне самой, например, я сейчас в проекте, и поэтому Саша все время со мной, и мне только 2 раза удавалось оставить его без меня, да, а у меня мечта его оставить и уйти, заниматься своими делами, да, это очень-очень хорошо, и прямо это, и педагоги, Мария, время. Давайте к завершающему. Что нужно для того, чтобы... Можно, пока я буду в заключительное видео. Да, давайте видео включим. Я хочу поделиться искренними эмоциями радости детей. Это видео... Я устаю. Вот это где дети же помнят, и тут по локациям, по различным локациям, от своего интереса играть. Кто-то, например, любит музыку, кто-то, например, любит играть карточками, да, а кто-то, например, вообще просто лежать, общаться, смотреть на что-то. Ну и в рамках, для чего основные затраты финансовые, я уже распределила, купить ростовой конструктор по башне, который стоит 35 тысяч, это проектор, который стоит 5 тысяч, я его буду покупать на Ине, да, потому что дорого 15 тысяч, а на Ине можно найти вообще новые варианты. И затраты на организацию мастер-класса. Вообще проект был продуман прямо в начале для детей. Говорят, в городе их знать, да, по базе Казахстана. И у нас занимаются 8 детей. Буквально проведена прямо чистая индивидуальная работа с теми родителями. Те, кто пришли, а те, кто работает с родителями, которые говорят, зачем нам писать сообщения,
Здесь договорились, да? Вот, вот. И для детей с синдромом Дауна, и, возможно, если вот дети с синдромом Дауна, у всех же есть свои особенности, если дети с синдромом Дауна подойдет именно вот этот Методика. Да? Или же еще там мы все мечтаем, то у вас что будет увеличение. Да, вот этот подход, он был адаптирован специально для детей. А тут можно, например, продумать вариант адаптации и для других онкологий. И нам нужны деньги, чтобы заплатить. Понятно. Да, да. Же основным еще является цвета. Остается цвета для того, чтобы ребенок играл. И поэтому нам нужно необходимо закупать эти поселки, игрушки и так далее. А деньги ППД, они идут на зарплату, на аренду и на приобретение карточек по спортивной капитализации. То есть по федеральному Все. Мария, спасибо большое. Давайте поаплодируем. Сама Мария уже как бренд, да, вот, и здорово, что в постоянном развитии. Уважаемые эксперты, какие вопросы? Да, какие вопросы? Какие вопросы к бренду? Вообще этот проект, история проекта начался давно, в 2017 году, и он постоянно трансформировался. Да. Вначале я хотела, чтобы это было комплексно. То есть взять и все в одном месте, всех включить. Да. А потом, стало понятно, что так невозможно. Стало понятно, вот то, что мы разделились и да. Думать, это то, что ребенок должен быть ребенком. Не нужно уже в этом плане уже просто, чтобы ребенок, дети приходят, и в основном дети... Мария нам отвечает без вопроса. Да, это больно. Они приходят, смотрят на чужих людей, плачут, потом потихонечку как-то у них это открывается, а можно что ли, а вообще, мама, я ничего не знаю. Так, вопросов нет, уже все стало ясно, понятно. Мария, спасибо большое. И подошла у нас Нургуяна Аластырова. Да, Нургуян, будете выходить на защиту? Приглашаем вас, пожалуйста. Ага, проект, не проект, между прочим, да, так он и называется. Не проект, работа... Понятно. Ага. Понятно. У меня проект... 3 минуты у вас, пожалуйста. Работа с артом – это как раз по вязанию на базе школы интерната для детей. Так как я эксперт по вязанию профессионального чемпионата, по вязанию мастерства, профессионального мастерства Обелинки, и я участвую с 2017 года, и я пришла к выводу, что для глухих детей, которые находятся в круглогодичной информатике, которые нет возможности для речевой коммуникации, которые мы обучаем жестам, более подходящих все-таки это. А на базе школы их пока нет. Есть кружки обучаем английский, а по вязанию нет. Поэтому я охватила целевую аудиторию детей с 14 до 18. Я обучаю мы до 21 года. Вот. И сейчас ходит 101 ребенок из разных вузов республики. Получается 4 до 15. Это охват, это 45. 45. Пляжные девочки и мальчики. Это будет, кружок будет на базе школы, комитет дополнительного образования. И срок обучения назначила 6 месяцев, потому что там происходит 2 чемпионата, региональный и национальный. И в дальнейшем мы планируем все-таки реализовывать свой товар, который мы немножко делаем, но
Что именно вы производите? Можно сразу к вопросам давайте перейдем. Что ребята вяжут? Какие изделия? Балаклавы, варежки, наборы, шапочки, рисунки, мы вязали сумки, кошельки, но все вяжем. И все мы продаем. На что необходимы средства? Вот на что вы сегодня просите у нас? И в каком объеме? Так как нет языка, это... То есть пока финансирования нет. А администрация школы как смотрит на открытие, то есть, вот, ну, то есть на вообще работу кружка? Ну, одобрение есть совет по социальной работы, который она высказала. И, скорее всего, она же школа учили технологии РАТИ-6 и до образования 2 человека. И есть люди, которые сами вяжут, и все они могут Так, уважаемые эксперты, еще вопросы? Вся продукция, она продается, да? Да, что продается. А как она продвигается? Продвигаем мы через свои, мы заказываем, идем работников, мы заказываем Кто еще может стать партнерами вашего проекта? Вот вы прописали только сотрудники и родители. А почему так узко? Кто еще бы мог помочь? Ну, как думаете? Школа, и вообще чемпионат курирует родители. Они дают меня, обучают, и на чемпионате они А, например, партнером может быть магазин, который пряжу продает? Ну вот, да, вот у меня в голове сразу как-то какая-то такая история. Но пока ни с кем не... Ну, в основном я не выходила. Я ходила только они. Хотя могли бы. Да, можно. Я очень заинтересовалась в проект, да, так как у нас есть специальные, да, но у них это переработка. Да. Будете ли на месте? Люция, молодец, со всеми партнерилась. Именно там конкретно. У нас есть но я обучаю, ну, там разные. Есть даже, ну, явно дал нам не ставили, нам не ставили буквы, который ребенок не может объяснить. Ну, он же жестовый, то есть такая же жестовая не не, ну, обязательно. А я, кстати, наши девочки, они вяжут. Да, но их надо научить. Здесь должна быть готовность к партнерству. Готовы ли вы к партнерству? Есть желание. Как который человек готовит к чемпионатам, я учу многих и сотрудников наших. И я именно цель победы международного. У меня есть родители национального Спасибо большое за защиту проекта, за вашу работу. Так, уважаемые участники, 10 минут нам нужно на подведение итогов. Давайте мы пока здесь проветрим. Вы можете размяться. Все красиво надо поставить. Посторонний мусор убрать. Так, мы останемся здесь, наверное. Просим участников, да, пока выйти. Так, и... Ага, все, Лиза тут. Окей. Ок. Так, что, все выставили? Да, поставили. Что у нас получается итого? Кого? Zoom продолжает работу. Zoom все, вырубаем же, наверное, да? Угу. Я думаю, что защиту мы уже не будем. Так.